Усім прывітанне, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, у межах якога мы звычайна распавядаем пра цікавыя падзеі ў Беларусі і не толькі ў Беларусі. Сёння мы будзем размаўляць на цікавую тэму, гэта эмацыйны інтэлект. І наша госця, трэнерка па эмацыйным інтэлекце Аліса Пляганская. Прывітанне, Аліса. Привет, Маша. У нас таксама сёння побач са мной Евген Казарцаў. Прывітанне. Женя. Женя, як спецыяліст таксама ў эмацыйным інтэлекце, сёння вырашыў падтрымаць мяне ў гэтым стрыме. Слухайце, Аліса, натуральна, што першае пытанне, што такое эмацыйны інтэлект. Як я разумею, гэта такая здольнасць разумець і кантраляваць эмоцыі, як свае і чужыя. В принципе, оно так и есть. Действительно, это навык замечать, понимать и управлять своими и чужими эмоциями. Совершенно верно. Вот, как ты уже правильно сказала, его можно даже разделить на этапы, своего рода уровни. Потому что все мы в той или иной степени этим навыком обладаем. Он просто либо развит хорошо, либо не развит, и его можно, им можно заниматься. Так вот, первое, с чем люди работают, это вообще навык замечать свои эмоции. Потому что на самом деле, вот ты можешь попробовать, поспрашивать там своих знакомых, что ты прямо сейчас чувствуешь. Я думаю, тебе ответит очень маленький процент. Потому что люди, элементарно не могут заметить, что с ними происходит, и как-то это даже назвать. Поэтому даже вот первое, чем мы занимаемся, это учимся вообще описывать эмоции. Потому что тоже люди знают хорошо, плохо, как дела? Нормально. Как ты себя чувствуешь? Нормально. То есть поэтому первое, чему мы учимся, это даже элементарно замечать. Второе, уметь устанавливать причинно-следственные связи. Почему возникают эмоции? Что такого произошло, что ты сейчас напряжен, испуган, разозлился? Это вот то, чему человек тоже учится достаточно, определенное количество времени. И третье, то, чему все хотят научиться сразу. Первое, второе мне не надо. Мне сразу как управлять. И это невозможно, пока ты не разберешься с тем, что с тобой происходит, и научишься разбираться в причинах. Но потом, когда уже человек разобрался, он уже учится этим управлять. И следующий уровень, это прям когда супер круто, он еще умеет их использовать. Да? Не просто поменять страх на радость или еще на что-то, а он злится, и он может это направить в правильное русло. То есть например, ты сидишь, не знаю, тебе нужно... Какая-то творческая у тебя задача, да, то есть там гнев вряд ли нужен. Но ты чувствуешь, что ты злишься. И ты берешь и идешь так, пойду я лучше позанимаюсь 10 минут спортом. То есть ты направляешь свои эмоции в правильное русло. Это вот прям такой самый, наверное, крутой уровень, чему тоже нужно учиться. Вы маеце на увазе, калі эмоцыі ператвараюцца ў некі рэсурс? Да. То бок, калі я не прайшоў першыя этапы, я не здольны пераўтвараць свае эмоцыі ў рэсурс. Ці некія мажлівасці ёсць на пэўным этапе, ведаеце, калі не вельмі інтуітыўна? Калі интуитивно. Есть такое? Интуитивно, конечно. То есть мы же это, как-то мы это же используем, да, и вот действительно очень хорошо видно по детям, потому что помимо взрослых я работаю с детьми, они интуитивно понимают, что если они злятся, им нужно побеситься. То есть что-то побить, подраться, они, к этому стремятся. Уже совершенно другой вопрос, что с этим делают родители и как на это влияют. Но интуитивно человек понимает, что ему нужно делать. Уже другой вопрос, что у нас очень много стереотипов касательно эмоций. Эти эмоции плохие, эти неприятные, поэтому мы их не проявляем, мы их не показываем. И поэтому даже если интуитивно мы понимаем, что нужно сделать, мы это блокируем. То есть мы это не используем. Я не говорю про всех, да, то есть есть люди, которые врожденно более склонны к тому, чтобы замечать свои эмоции, интуитивно. Рефлексовать. Да, то есть анализировать их и понимать, что с ними делать. То есть другой вопрос, что им нужно научиться более осознанно это делать, тогда очень круто получается. А есть люди, которые, не умеют этого делать вообще. Да, и им уже нужно по всем этапам проходить очень внимательно. Вы
Вы зараз згадалі, калі я не памыляюся, пра эмацыйную пісьменнасць. А ці можна яе развіваць, чытаючы проста пэўную прафесійную літаратуру ці нешта іншае? Ці эмацыйную пісьменнасць можна развіваць толькі развіваючы ў цэлым эмацыйны інтэлект? Желательно, конечно. Ну, вот если именно как задача развивать все-таки, вот именно как навык, чтобы был, именно вот взял и можешь применять, то лучше делать это в комплексе, потому что вот также есть вопросы, да, и про, там, можно ли эмоциональный интеллект развивать с помощью музыки, да, с помощью, там, творчества. Какую-то часть вы развиваете, да, ну, вот как я вначале писала этапы, какой-то кусок вы разовьете, он будет классно развит, вы научитесь там легко ощущать, определять, что с вами происходит, но, например, не сможете анализировать, из-за чего это произошло. Да? Или если вы уже научились анализировать, научились замечать, понимать, да, то не понимаете, как ими можно управлять, да? То есть там брать и изменять. То есть это некие знания, которые можно получить, и как навык, который требует, ну, развития. То есть какие-то кусочки, там, читая какую-то литературу, расширяя свой словарный запас, да, можно развить. Ну вот кусочками. То есть, ну, наверное, так. Давай я нагадаю, што госця нашага сённяшняга эфіру гэта Аліса Пляганская, трэнерка па эмацыйным інтэлекце, і я папрашу нашых слухачоў задаваць пытанні да Алісы. Я думаю, што можна разабрацца з рознымі цікавымі унутранымі станамі, вось дзякуючы сённяшняй нашай госці. Слухайце, допустим, чалавек усё ж думае, так, сапраўды, я вельмі мала увагі надзяляю вось нейкім сваім пачуццям. Ну, так мы прывыклі жыць збольшага, правда? Ну, нешта робіш і робіш сабе, і часам многія не задумваюцца дагэтуль, навошта яны гэта ўсё робяць, чаму яны адчуваюць тое, а не сёе ў дадзены момант і гэтак далей. Але раптам яны зараз глядзяць нашу праграму і думаюць, ого, ёсць, аказваецца, яшчэ і эмацыйны інтэлект. І я хацеў бы гэты навык у сябе развіць, так? Дык з чаго трэба пачынаць? Ну вот, наверное, первое, да, вообще идеально, да, когда человек, вот то, что вообще человек осознал, что ему нужно развивать эмоциональный интеллект, что происходит очень редко, да, то есть в основном мы должны столкнуться с какой-то проблемой, чтобы это понимать. То есть редко, там, когда у человека все хорошо, он задумывается, так, что же мне не хватает? Эмоционального интеллекта мне не хватает. То есть зачастую должна быть какая-то проблема. И вот после этого в идеале, конечно, проходить обучение. Я проходила обучение. То есть у меня была очень большая проблема с эмоциями, и более того, я даже не понимала, что она у меня есть. Но вот так получилось, что я попала на обучение. Поэтому это идеально, если хочется быстрый результат. Если там по какой-то причине на обучение идти не хочется, хочется в домашних условиях, тихенько, мирненько, спокойненько, то тогда первое – это вообще научиться дружить со своим телом. Потому что эмоции у нас живут в теле и проявляются через тело. Так вот, если прямо сейчас мы с вами встанем и начнем прыгать, ну, то есть реально просто прыгать, мы заметим, что у нас меняется эмоциональное состояние, у нас меняется настроение. То есть автоматически, каким бы мы расстроены сейчас не были. Если мы начнем там, сядем, приляжем, начнем медленно разговаривать, включим спокойную музыку, мы с вами, ну, впадем в такую печаль и грусть. Поэтому первое, с чего нужно начинать, это вот вообще изучить свое тело, свои реакции на те или иные вещи. Это в этом очень хорошо помогает. Все это мы знаем, да, это медитация, это осознанность, это вот элементарно задавать себе вопрос, а что я чувствую, потому что мы это делаем очень редко. То есть в основном даже вот когда мы рассказываем, как у нас дела, мы перечисляем какие-то факты. Пошел на работу, сделал то, встретился с тем, да, и мы не описываем свои ощущения в этот момент. Поэтому концентрироваться на том, что со мной вообще происходит. Как только вы начнете запускать вообще у себя этот механизм, это будет очень тяжело потом остановить. У меня не получается. То есть это уже, ну, вот как встраивается постепенно в навык, когда вы начинаете просто элементарно хотя бы на это обращать внимание. И даже вот это дает очень много открытий. Очень много. То есть вы заметите, что вы злитесь в одни и те же моменты. Это, ну, действительно, это будет там 5 ситуаций, не больше. Вы радуетесь в одни и те же моменты, вы расстраиваетесь по одним и тем же поводам. И более того, вы увидите, что другие люди, в принципе, делают то же самое. Поэтому, когда вот вы увидите эту палитру, вот уже будет легче. Поэтому вот, ну, с тела, с вопроса. Вот как классно, что обратили внимание на расширение своего словарного запаса, ну, вот именно эмоционального. Потому что, когда мы не можем вот описать, что с нами происходит, мы не понимаем, чего делать.
То есть, если сейчас расстроен, и мне нужно как-то понять, из-за чего я расстроен, или я разозлился, и мне нужно сейчас какие-то проблемы решить. То есть, что со мной происходит. Потому что каждая эмоция запускает разные действия. То есть, эмоции нам нужны для действий, чтобы мы что-то делали. Убегали, били, там, преодолевали какие-то препятствия или над чем-то подумали. То есть, каждая эмоция нужна для чего-то. Каждая, любая, не бывает просто так. Поэтому вот, когда вы понимаете, чего от вас хочет ваше тело, вы можете это делать тогда. И тогда вам будет хорошо в любом случае. Наколькі грамадства ўвогуле гатовае да таго, каб пачаць думаць пра свае эмоцыі, беларускае грамадства вось у гэты час? Постепенно мы становимся более готовыми. Это на самом деле очень такая для меня трепетная тема, потому что пока что вот именно как конструкция эмоциональный интеллект понятно очень маленькому проценту людей. Ну, то есть у нас, в принципе, ну, по естественным причинам, это, ну, как обычно, да, в Америке уже давно, пока до нас дойдет, до лет 50 пройдет. Ну, и, в принципе, лет 50 и прошло, ну, чуть меньше, 30, и к нам это постепенно начинает заходить. Все больше людей, к счастью, начинают понимать, что эмоции – это важно. То есть если раньше вообще, ну, жирное табу, нельзя говорить, нельзя произносить вообще вслух, то сейчас уже постепенно как-то легче, благодаря социальным сетям, благодаря тому, что люди больше раскрываются, то есть люди, в принципе, более готовы. Другой вопрос, что важно понимать, что это, ну, вот некая, опять же, система знаний, то есть которую вот прямо нужно уделять, ну, ей внимание и развивать, как любой другой навык. То есть просто так человеку очень сложно тому развить. Ну, на самом деле очень сложно. То есть это долгий более путь. То есть когда ты понимаешь, из чего это состоит, что это включает, ну, вот как там ораторское искусство, да, можно интуитивно это делать, а можно делать, ну, как четко, с пониманием того, что ты делаешь. Поэтому белорусское общество, в принципе, постепенно все более становится готовым. Но все равно есть разные загоны, да, как есть, по поводу эмоций, что эмоции – это слабость, там, проявишь эмоцию, получишь по голове, ну, просто, да, или там… Что еще такое привести в пример? Очень часто, что вот считается, что эмоционально развитый человек – это который слишком сильно чувствует. Хотя это абсолютно другая грань эмоционального интеллекта. То есть как один, который подавляет его, это постепенно начинает напрягать, да, мышечно, эмоционально, ну и потом это вылазит в разные там расстройства. Да, как и другая крайность, когда человек слишком эмоционален, он все проявляет. Да, и в итоге плохо ему и окружающим в том числе. Поэтому вот важно понимать, что это тоже не тот результат, к которому нужно прийти. А его очень часто боятся, что вот что это я начну тут на всех эмоции свои выливать. Вот, то есть это что-то посередине. Тут у нас ёсць каментар ад спадара Юрыя. Цяпер, на жаль, прынята змагацца з эмоцыямі, а я заўсёды лічыў свае эмоцыі сваім багаццем і ніколі іх не ўціскаў. Без эмоцыяў і верша не напішаш. Действительно, эмоции нужны, они важны. У меня вот до того, как я начала в это сильно погружаться, да, вот когда только прошла обучение, я помню, что у меня было такое убеждение, что эмоции – это вообще там номер один. Да, эмоции, ими надо жить, их нужно проживать. Там, то, что рационально, это там, не надо, уберите. Хотя на самом деле, то есть это баланс. Да, когда мы понимаем, что мы чувствуем, но при этом мы можем это анализировать, и вот с помощью как раз-таки нашей рациональной составляющей мы и управляем нашими эмоциями. Невозможно это делать без осознанности, без мышления. Поэтому очень важно тоже балансировать. Не в том смысле, что вы начинаете там замечать свои эмоции и все, им там, следовать постоянно. То есть так можно быть падким на любые желания. То есть у тебя там есть какая-то большая цель, а в процессе у тебя столько желаний возникает, и ты не дойдешь, если будешь постоянно отвлекаться. Поэтому тут вот тоже важно, опять же, понимать причину своих желаний, уметь в моменте, вот, опять же, использовать свои эмоции по назначению, и вот поэтому это некий баланс эмоций и рациональной составляющей. Поэтому эмоциональный интеллект не просто так. Мне здаецца, што зараз шмат беларусаў практыкуюць эскапізм па пэўных абставінах. Але ці наколькі ён дрэнны, наколькі ён можа прывесці да нейкіх
праблем з уласным эмацыйным становішчам ці да праблем з эмацыйным інтэлектам. Паш, прости, пожалуйста, я не поняла слово эскапизм. Ну, Женя, ты Ой, Женя. ласка, людям, что ты маешь на увазе? Так, я маю на ўвазе, калі людзі збягаюць ад уласных эмоцый, праблем і нібыта ў нейкім доміке сядзяць. Ой, это вообще классная тема. Это вот то, что ты описал, да, эскапизм, да, это называется подавление эмоций, да, вот когда мы боимся, по сути, эмоций. Не боимся, не принимаем, они нам не нравятся. И у эмоций есть такое свойство, они не пропадают. То есть вот вы там, например, на кого-то злитесь, не высказали это человеку, это не улетучилось. Это осталось, да, и оно внутри копится. Да, то есть тут разозлился, не показал, тут испугался, не показал, не сделал вид. И в итоге происходит вот этот накопительный эффект, когда вот, может, знаете, у вас такое было или у ваших друзей, когда просто взрывает. Да, вот там ты встретился с человеком или сам, да, и ты сам не понял, как ты на него вообще столько вылил, откуда у тебя. И потом уже анализируешь, и вот потом наступает такое чувство вины, думаешь, блин, зачем я это сделал? Человек вообще был не виноват. И вот это как раз-таки результат вот этого накопительного эффекта. И в итоге человек, то есть что происходит, да, может, видели, как бы человек такой ходит напряженный, все тело скованное, и вот это вот как раз-таки вот эти вот эмоции, которые переполняют. То есть когда происходит подавление, очень долгое, это выливается, понятно, физическое напряжение, которое потом выливается в различного рода физические недуги, болезни, и как результат это вот эмоциональное перенапряжение, элементарное, то есть вот то, что стресс, сейчас очень популярны панические атаки, да, в классическом восприятии панические атаки это, просто судороги, когда, человек двигаться даже не может в страхе, да, но сейчас паническими атаками называют и такие повышенные состояния стресса, да, когда человек очень боится, напряжен. Вот это как раз-таки тоже результат какого-то долгого подавления эмоций, подавления страха или там гнева. То есть поэтому... То бок, калі жадаеш паплакаць, лепш паплакаць. Калі жадаеш папужацца нечага, лепш папужацца, звярнуцца ў дома, нікуды не выходзіць пэўны час, так? Да. Калі жадаеш на некага пакрычаць, тады трэба пакрычаць. Гэта мы умеем. Иногда действительно, если опять же, да, вот как-то взял и применил, то ты абсолютно прав, Жень, лучше поплакать, да, лучше даже поругаться, да, в плане поругаться, да, очень многие там воспринимают, так, гнев нужно проявлять, пойду-ка я со всеми разберусь, кто меня там давно очень бесил. Да, вот опять же, да, слишком эмоциональность – это тоже другая крайность. Вот есть там разные инструменты, упражнения, как сказать человеку, что ты злой, но при этом там не кинув в него тарелку, да, или не обрушив на него весь поток своего недовольства. То есть очень важно проживать эмоции, очень. То есть, потому что они в любом случае остаются, и потом там агрессия перестает в пассивную агрессию, проявляется в виде сарказма. Белорусы очень саркастичные люди, с юмором. То есть это как раз-таки выливается гнев, то есть какое-то раздражение внутреннее и недовольство. Поэтому это мы так как-то проявляем эмоции, пытаемся. Давайте нагадаю нашим слухачам, што госця сённяшняга жывога эфіру трэнерка па эмацыйным інтэлекце Аліса Пляханская. Задавайце, калі ласка, пытанні. Побач са мной сёння Евген Казарцаў, і таксама наш радыйны спецыяліст па эмацыйным інтэлекце. Слухайце, калі мы размаўляем пра тое, што не трэба стрымліваць эмоцыі, так, трэба ўсё ж выказваць, тут узнікае такое таксама такі момант, што з іншага боку, правда, што нашы стасункі з іншым чалавекам гэта перадусім наша гісторыя, як я успрымаю іншага чалавека. І вось як быць, калі ты ўсё ж хочаш ісці па гэтым шляху і як ўсё ж кіраваць сваімі эмоцыямі, так? Бо што тут важней, кіраваць іншымі эмоцыямі, то бок ты бачыш, як чалавек на нешта рэагуе, ці ўсё ж ты тут мусіш за себе отказывать в первую чергу? Хороший вопрос. Я обычно рассказываю, что управлять чужими эмоциями, да, и их там контролировать их вообще нельзя. Ты не можешь отвечать за другого человека, хотя все очень пытаются. Невозможно, пока ты не научился управлять своими эмоциями. Вот так вот, как ты правильно сказала, да, вот про
восприятие, да, то есть иногда там другой человек не хотел ничего плохого, да, это твое восприятие, это твоя эмоция, твоя реакция. Поэтому вот почему тут важно разбираться, да, почему я так среагировал. Вообще, если у вас что-то вызывает сильный эмоциональный отклик, вот бывает там встретил человека, ты еще с ним не поговорил, а он тебе уже не нравится. Вот что-то в нем есть такое. Да, да, то есть он тебя уже раздражает. И вот тут вот очень классно задавать вопрос, что вы в нем такого увидели, что это у вас вызвало такую реакцию. То есть очень часто вот есть такая эмоция отвращения, да, когда нам что-то вот прям не нравится. То есть, противоречит каким-то нашим взглядам, ценностям. И вот мы видим это в другом человеке, например, очень классный пример, когда вы работаете, очень сильно работаете, а другой человек, бездельничает. Вы начинаете злиться. Да, есть сапраўды. Да. То есть, почему вы начинаете... Такое у всех есть. Да. Почему вы начинаете злиться? Потому что ты працуеш, ты як бы засяроджаны, ты лічыш, што ты такі адказны чалавек, і вось табе хочацца, каб быў нейкі вынік. Побач таксама чалавек, які, можна сказаць, атрымлівае тыя ж грошы. А мабыць, таму што ты зайздросціш, таму што таксама жадаеш сядзець вось так. Але там твоя ўнутраная адказнасць не дае табе поводить себя так же. Вот, да, абсолютно верно, потому что, в принципе, ты бы, может, тоже и хотел бы отдохнуть, полежать и, получать за это деньги, да, то есть, но, ты там по каким-то разным своим внутренним убеждениям еще не можешь это сделать, поэтому ты начинаешь на него злиться. То есть, и вопрос вот как раз-таки разобраться, да, что почему ты работаешь, для чего ты работаешь, да, и другой человек вообще, не имеет к этому отношения. Іншая история, не твоя территория. Да, поэтому говорю, то есть важно всегда разбираться в себе. Но, да, действительно бывает, что, человек как-то там вступил на наши границы, да, и вот тут как раз-таки тоже вот у белорусов есть такая вещь, в силу разных исторических факторов, гнев — это та эмоция, которую реально мы подавляем больше всего. Вот на детях это очень хорошо видно. Когда мы вот проводим первые занятия с детьми, они же такие вроде эмоциональные, да, но все равно там привыкли какие-то эмоции не показывать. Натурально, бо школа, я прошу прощения, что я перебиваю, потому что школа вельмі моцна ўсё ж кантралюе гэтыя эмоцыі, і дзецям трэба там і сядзець, і пэўным чынам себе паводзіць, і на перапынках, і на уроках, там, што гэта нельга, і гэта непрыгожа, і гэтак далей. Да, абсолютно верно. Школа — это вообще отдельная тема. Это прямо... Там очень много эмоций определенных. Но вот именно, да, касательно вот на детях, первое, что из них начинает лезть, это гнев. То есть вот когда мы проходим эмоции, занятия на эту тему, у них прямо высвобождение, и потом это очень спокойные дети. То есть, когда вот они повыплескивали свои эмоции, когда они выплеснули свой гнев, они очень спокойные, осознанные, рассудительные. Поэтому нужно давать вот эту вот возможность выплескивать. Но это вот я к чему, да, что у белорусов с гневом очень сдержанно. Да, то есть мы даже вот как-то анализировали, я какое-то время жила в Москве, там сразу в глаз. То есть это такая другая крайность, да, но там гнев выходит сразу. То есть у нас он более сдержанный, и поэтому мы не привыкли вообще защищать себя, да, отставить какие-то свои границы. Если нас кто-то обижает, то кто-то же залазит на нашу территорию, то есть надо защищаться. То есть другой вопрос, да, что это не в глаз, да, то есть другие способы. У нас есть прекрасный язык, да, которым мы можем оперировать, да, разговаривать, отстаивать себя, но зачастую мы даже этого не делаем. Хотя вот через речь можно, тоже и управлять своими эмоциями, и их выплескивать. То есть можно как не разбить тарелку, да, или человека, а можно сказать: слушай, я прямо сейчас очень злюсь на тебя. И сказать это, можно чуть-чуть на повышенных тонах, а можно очень спокойно. Да, и рассказать, почему ты злишься и что произошло. И когда люди другие видят, как вы это делаете спокойно, да, объясняете, рассказываете, просите этого не делать, а делать что-то другое, люди слышат, потому что людям понятно. А когда видят какие-то, просто всплески, другим людям непонятно, что происходит, да, и они еще этого и сами боятся, потому что эмоции другими людьми, которые сами, на это там не запариваются, воспринимают это как что-то опасное. И поэтому, тоже вот уходит, как ты сказал, в домик, да, там я не вижу, никаких эмоций нету. Поэтому, когда вы умеете, спокойно донести,
очень многие вопросы решаются вот на этом даже этапе. И себя защитил, и никому не навредил, и все прекрасно. У нас есть пытанне ад слухача Аркадий Веселовский. Если я 5 по энеаграмме, наблюдатель, даете рекомендации таким людям? Класс. Я дам вводные. Энеаграмма — это типология личности. Я не знаю, откуда... Еще раз, как Ярослав? Аркадий. Аркадий знает, что я специалист по энеаграмме, но приятно. Действительно, вот 5-й неотип, да, это вот всего 9 типов. И 5 он характеризуется тем, что это действительно человек, который больше живет, ну, как антисоциальный, да, то есть он больше любит наблюдать, изучать, это очень такие аналитики классные. И это действительно люди, которые с эмоциями, ну, вот вообще, это такие рациональные люди. И вот как мне в свое время сказали, очень классную вещь, что наша зона развития как раз-таки лежит в той плоскости, где у нас, ну, все плохо и не получается, ну, вот, грубо говоря, да, то есть если у человека, да, ну, действительно рациональная часть более активна, чем эмоциональная, это, ну, нормально, есть такая история. Это не означает, что нужно прямо в это впасть, но постепенно это даже вот 5-му энеотипу можно развивать. Когда я проходила обучение по энеаграмме, у нас были вот тоже 5, которые пытались изучить свои эмоции. То есть постепенно, если это делать, это получается. Больше, опять же, обращать внимание на свои эмоциональные проявления, потому что эмоции есть у каждого. Вопрос их вот количества, качества и проявления. Больше, опять же, через тело. То есть вот, наверное, я понимаю, что тут поймут не все, но для людей более рациональных, скажем так, лучше научиться через тело. То есть не через голову, потому что рациональные люди могут себе объяснить все, что угодно. Просто все, что угодно. И расписать на плюсики и минусики. А вот тело, с ним уже рационально очень сложно работать. То есть это больше как вот какие-то проявления. Заниматься какими-то танцами, пойти там в спорт. Да, то, где эмоции у вас запустятся в любом случае, хотите вы этого или нет. Поэтому через тело лучший способ активности. Як вызначыць свой неотип? Энеотип? Ой, это, очень классная тема, я бы с вами еще на нее поговорила. Ці можна сказаць, пагутарыўшы з чалавекам, які ў него верагодны неотип? Конечно. Які ў мяне? Ой, это нельзя раздавать энеотипы, но есть такой энеотип, ну, потому что вот в энеограмме действительно есть такое, что человек в идеале, да, должен сам определить, к чему он относится. Потому что, вот опять же, говорю, что мозг еще очень классно ищет соответствие. И если я тебе сейчас скажу, опишу тебя, ты такой, ну да. То есть вдруг, если есть какой-то процент во Вселенной, что я ошибусь, да, и ты будешь подстраивать картинку, которую я тебе дала, под себя. То есть такое тоже может быть. Поэтому энеотип есть такой, вот я могу сказать про свой, да, то есть это 6-й энеотип, он такой очень двойственный, и вот в Беларуси больше всего именно вот таких вот, как я, которые очень часто в речи используют «да, ты прав, но». Это люди, которые любят со страхом справляться юмором. Вот вообще юмор в страхе очень классно, потому что, ну, страх — это одна эмоция, а мы через смех запускаем эмоцию радости. Поэтому вот если вы, хотите справляться со страхом, вот лучший способ пошутить. Или побыть в компании, где всегда ржут. Это наша редакция. Да. Поэтому если страшно, идешь, 5 минут посмеялся, вернулся, все уже, легче. Вот даже перед эфиром, да, то есть сидели, были пару шуток, в принципе, все расслабились. Поэтому вот что касается энеотипа, в интернете есть, в принципе, тесты разные, которые ты проходишь. По сути, разница людей в их мотивации, да, то есть нас мотивируют немножко разные вещи, в базовых эмоциях. То есть вот у 9 типов у каждого своя ведущая эмоция, которая зачастую, и наши потребности. То есть в этом вот будет различие в энеотипах. Это интересно, очень тема, кому интересно, вот очень помогает. Особенно кто хочет читать чужие эмоции.
У нас уже будзе апошняе пытанне да трэнеркі па эмацыйным інтэлекце Алісы Пляганскай. Аліса, увогуле, які эмацыйны інтэлект, ці можна даць ацэнку эмацыйнаму інтэлекту нашай беларускай нацыі? Вось ты як спецыяліст, што б ты сказала паводле гэтага? От 1 до 10, если, наверное, вот, ну, опять же, да, если там среднее взять, это, ну, у меня пришла цифра 3. Однако за эмоциональный интеллект? Ну, да, если вот, ну, от 1 до 10, да, то я бы, наверное, сказала, что, ну, 3. Потому что очень маленький пока что, да, процент все равно, вот если мы берем там у нас 9-10 миллионов, очень маленький процент интересуется этой темой, ну, вообще, да, их больше, но все равно очень мало в этом проценте, и очень много здесь работаем. Касательно вот, ну, я уже, в принципе, проговаривала, да, в принципе, ну, навык обращать внимание на свои эмоции, и хотя бы вот просто переступить ту грань, когда есть понимание, что это важно. Да, Але зараз мы пачынаем над гэтым працаваць. Да, да, то есть мы, в принципе, уже над этим работаем, все больше вот психологов, да, появляется все больше, там, становится менее стыдным ходить к психологу, раньше же это было стыдно, да, и сейчас даже где-то все равно, когда кто-то говорит, что он ходит к психологу, вроде вот, как бы, ну да, нормально, но все равно где-то грызет, ну, что ты. Поэтому вот даже когда у меня ученики выходят с курса, мне делились, что вот если они кому-то на работе говорят, что они ходят на курс по эмоциональному интеллекту, не все понимают, зачем это, для чего и почему. То есть и донести это очень сложно бывает. Поэтому, наверное, пока что 3, но мы двигаемся к этому. Слухайце, сапраўды людзі, якія валодаюць эмацыйным інтэлектам, так, ці здольныя на ягонае, як правильно сказаць, на выкарыстоўванне, так, накіраванне сваімі эмоцыямі, яны больш паспяховыя, чым тыя, хто гэта ўсё не ведае. 100%. Вот как раз сейчас читаю книжку гарвардских статей. То есть, ну, по сути, сборник разных научных статей касательно эмоционального интеллекта. И вот там приведено очень много исследований, когда вот в разных компаниях, ну, в основном, да, так как Америка, там больше это про руководителей, про бизнес, про работу, там проводили вот разные исследования. Брали одних топ-менеджеров, которые там не владеют эмоциональным интеллектом, и других. И вот судя по тем тестам, которые они проводили, то есть там на 20, на 30, на 40% люди становятся эффективны и более успешные. То есть это почему? Потому что это, ну, soft skill, да, то есть мягкий навык. То есть это все, что касается коммуникации, когда ты умеешь общаться с людьми, когда ты можешь собой владеть, когда ты можешь еще другому человеку, ну, помочь ему справиться со своими эмоциями, когда ты можешь его замотивировать, когда ты можешь сам для себя понять, что ты делаешь, зачем ты делаешь и почему ты это делаешь. Это же классно, это круто. То есть сразу устраиваются отношения с другими людьми по-другому. То есть поэтому, конечно же, это влияет. Давайте яшчэ наших слухачоў хутенька дачытаем. Даша Пчела піша: да, надо учиться диалогу, отличный совет про смех. А Владимир Сяўрук піша, што не існуе правернага псіхаметрычнага тэсту або шкалы эмацыйнага інтэлекту. Не существует. Действительно, то есть оно как... вот прямо что-то такое, вот эта шкала такая, то есть то, что я сказала от 1 до 10, это, ну, то есть такое, да, то есть мы взяли как в пример, да, если оценить какой-то уровень. То есть почему вот даже вот тесты, вот правильно сказали, по эмоциональному интеллекту не всегда дают классные результаты, потому что человек отвечает субъективно. Да, то есть там насколько хорошо справляетесь с конфликтами, да? Бывает такое, что человек сам не вельмі... як гэта сказаць, не наўпрост адказвае на пытанне. Да. Что он сам собой такие, ой. Да, ой. Абсолютно верно. Поэтому есть вот разные тесты, да, то есть есть там тесты, которые такие хитрые, да, то есть не буквально там тебя спрашивают, как ты реагируешь на конфликты. Нормально реагирую, да, то есть, ну, вот, хорошо реагирую. А есть вопросы, которые ставят вас в ситуации, то есть которые задают вам контекст. И в контексте вы уже, в принципе, с большей вероятностью отвечаете как есть. Потому что вы не знаете, какой этот ответ правильный. Потому что, ну, с таким вопросом, да, хорошо, нормально, плохо, ты, в принципе, ну, предполагаешь, что можно ответить. Да, или там, как ты хотел бы себя оценить и видеть. А когда тебя погружают в ситуации, в контекст, анализируют какие-то там твои достижения в работе, достижения в отношениях, то тут уже намного легче тогда оценить.
То есть я такой тест, ну вот у нас не встречала, но не скажу честно, что сильно искала. Вот. Но вот интересно даже было бы такой тест сделать. Но вот так вот можно еще будет плюс-минус оценить, ну, достоверность, вероятность эмоционального интеллекта. Дзякуй, Аліса, вялікі, таму што гэта такая тэма ўсё ж вялікая, і падаецца, што гутарылі пра гэта і гутарылі. Дзякуй нашым слухачам, якія далучыліся да нашай размовы. Я нагадаю, што трэнерка па эмацыйным інтэлекце Аліса Пляганская сёння стала госцяй нашага жывога эфіру. З вами былі Маша Калеснікава, Евген Казарцаў, і неўзабаве пачнецца чарговы стрым з Дмітра Лукашука. На сувязь выйдзе Берлін, Вераніка Круглова, Валерыя Дэле. Так што заставайцеся на нашых хвалях. Дякую. Дякую. Спасибо.